Дорогие друзья, сегодня мы находимся снова в доме Романова, известного купца, мецената. Сегодня мы будем говорить о том, как жили богатые якутяне, чем они могли похвастаться. Конечно же, это фарфор. Ведь фарфор это был такой статусный предмет. Именно наличие фарфора в доме говорило о том, что семья зажиточная, что она может себе позволить такой вот фарфор, который был привезен, допустим, из Китая, может быть, из Японии и даже из Европы. И сегодня о особенностях фарфора, об особенностях украшения домов богатых якутян XIX века нам расскажет историк, краевед, культуролог Надежда Пермикина. Надежда, здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам предлагаю ознакомиться с бытом горожан конца XIX века и узнать, каковы же были особенности чайных пристрастий жителей нашей Якутии. И начну я вам с фарфора. Дело в том, что фарфор всегда был одним из самых главных признаков достатка любой семьи. Его начали производить в Китае, секрет держали очень долго, и поэтому стоимость этих предметов была очень высокой. Тем не менее, у многих царских фамилий Европы всегда можно было увидеть красивые фарфоровые изделия. На территории Якутии фарфор поступал через кочевой народ эвенков, которые привозили из Китая первые комплекты чайных сервизов в специальных деревянных ящиках, и каждая чашечка, каждое блюдечко имело небольшое углубление в размер своих вот этих параметров. И поэтому во время длительных переездов с территории Китая по всей нашей Сибири и по нашим бескрайним якутским просторам эти предметы можно было найти не только в домах состоятельных людей, но и среди эвенов. Естественно, что такие комплекты стоили дорого, с ними обращались очень корректно и передавали из поколения в поколение. Это чайные сервизы. Но кроме чайных сервизов у нас были столовые приборы. И на территории России мы говорим о том, что были специальные заводы, которые изготавливали посуду. Некоторые изготавливали посуду только для массового производства. Производством фарфоровых изделий занимались в пригородах Москвы, в дальнейшем в Санкт-Петербурге. Самые дорогостоящие, самые красивые сервизы получали возможность, вернее, владельцы этих фабрик получали статус императорского фарфорового завода. То есть вот такие, вот перед нами здесь коллекция Кузнецовского фарфорового завода, такие предметы могли украшать конкретно императорский двор. И в дальнейшем могли быть преподнесены в качестве подарков другим монаршим фамилиям, либо вывозиться в качестве импорта. Для Кузнецовского фарфорового завода было характерно наличие вот такого зеленого узора. И в разные годы у них были особые свои рисунки и логотип, который мы можем увидеть на обратной стороне тарелочек. Что из себя представлял фарфоровый комплект? Чаще всего это были супницы, в которых подавали суп уже в самой столовой. Дело в том, что пища приготовлялась на кухне, и поэтому кухарки в дальнейшем перекладывали горячую еду, суп в специально подготовленные супницы с крышечками. Кроме этого, были особый вид посуды, как соусники, и чтобы не испачкать скатерть белоснежную, обязательно имели подставку тарелочку, которая была влитой. Были отдельные блюдечки, тарелки глубокие, тарелки десертные, пирожковые, в которых могли подаваться отдельные закуски. Что было характерно для императорских заводов? Оказывается, в Санкт-Петербурге каждый новый комплект, который поставлялся императорскому двору, должен был иметь свою копию, которая хранилась в музее. Как вы думаете, для чего это нужно было? Все мы понимаем, фарфор
он очень хрупкий. Какая-то деталь могла нечаянно разбиться. И чтобы потом восполнить необходимый предмет общей сервировки, как в сервизе могло находиться более 200 предметов, для этого они отправлялись в музей, смотрели конкретный такой комплект, смотрели, что оказалось с изъяном, либо что разбилось, и делать такую копию. То есть наши фарфоровые российские заводы могли иметь такой бесценный фонд, который является отражением истории. Обычно в музеях посетителям не позволяют трогать экспонаты. Но вот этот экспонат я имею право держать, поскольку это предмет, который был передан данному музею лично от нашей династии Сюльских. Дело в том, что вот этот сервиз, вернее, тарелочка, принадлежит Кузнецовскому фарфоровому заводу. Он принадлежал моей бабушке Рыбкиной Анастасии Елеферьевне. Она была младшей сестрой Кондаковой Анастасии Елеферьевны, которая вышла замуж за представителя купеческой династии. На территории Якутии только купцы первой гильдии, это купцы, которые занимались международной торговлей, могли позволить иметь в обиходе посуду из императорского фарфорового завода. И поэтому наличие вот такой посуды в семье Кондаковых говорит о их высоком статусе и о международной торговле. И, скорее всего, вот эта тарелочка была подарена моей бабушке. Она была самой младшей в семье, потому что она вот у меня родилась в Сунтарах. Отец ее был мещанином, который прибыл из сибирского города Киренск. И в дальнейшем его дочери-красавицы стали женами наших купцов первой гильдии. О том, что эта тарелочка относится к очень старинному набору, я узнала благодаря вот этому знаку, который означает, что тарелка изготовлена на Кузнецовском императорском заводе. Клеймо. У каждого завода было свое клеймо, и в зависимости от того, от даты изготовления, клейма могли менять либо цвет, либо форму. И только благодаря тому, что я часто посещаю данный музей, я неожиданно для себя обнаружила, что среди моей посуды находится посуда 1890-х годов. И, конечно, узнав историю производства данной посуды, мы решили, что эта посуда должна храниться именно в музее, вне зависимости от ее номинальной стоимости и исторической. Вот сейчас я бы хотела перейти уже к чайным сервизам. Надежда, мы сейчас будем заниматься чаепитием, я так полагаю, у самовара. Так, я сейчас вам предлагаю провести такую интерактивную часть. То есть, что необходимо вам сделать? Я предлагаю вам сейчас подобрать конкретно чайный комплект, который состоит из блюдечка и из тарелочки, и чтобы они совпадали блюдечко с тарелочкой. Угу. Это, по-моему, легко. Так, вот здесь вот блюдечки, они разных размеров. Да. Я так думаю, что самые маленькие блюдца, они предназначены для кофе. Так, хорошо. Я пока услышаю ваши версии. Это вот для кофе. Ну, а побольше блюдца, это, конечно, вот чайная пара. Так, хорошо. Я так полагаю. Так, подождите, а у нас еще чашечка осталась? Еще чашечка. Ну, чашечка, конечно, вот. Это вот, наверное, пара. И по цвету они подходят. И вообще это из одного комплекта, по-моему. Да? Ну, конечно, вот, конечно. Дулева. Вот видите, что вы даже знаете эту фабрику. А теперь я вам предлагаю, чуточку отодвинем вот эти тарелочки, да? И предлагаю перевернуть кружечку и блюдечко. В смысле, как перевернуть? Вот так, и чуть-чуть в сторону положить. Так, вот раз. Так. Нет, отдельно положите кружку. Так. Так, и блюдечко переворачиваем. Так, и кружечку тоже. Сюда, ну, нет, рядышком. Вот так вот. То есть они из разных, так сказать, опер. Да, вот. Вся проблема в том, что я вам дала задание собрать чайный сервиз. И вы начали брать первую попавшуюся кружку, правда, вы при этом поняли, что это может быть кофейный. А я вам дала задание
собрать чайный сервиз. Вот я обычно вот такие занятия провожу не только со своими школьниками, краеведами юными, но меня часто приглашают в разные локации, там исторический парк, либо в другие населенные пункты, и я с собой беру это. Почувствовать атмосферу. Да, и потом и вовлечение, потом, чтобы они поняли, что где есть уникальность. А теперь посмотрите, у каждой тарелочки, у каждой чашечки есть отдельный Клеймо. товарный знак клеймо. И поэтому мы понимаем, что эти кофейные чашки не относятся к этим блюдечкам. Это Ленинградский фарфоровый завод. Да, и если учесть, что я дала вам задание собрать комплект чайный, то получается, что, вот посмотрите, Под эти блюдечка они должны подойти вот эта чайная чашечка, да? а теперь Так, посмотрите, вот а клеймо это какое? Какого цвета? Так, ЛФЗ. Не-не-не, а клеймо ну, какого оно цвета? Синенького цвета. А здесь какое клеймо? Зеленый. Вот. Дело в том, Значит, что у я нас- до этого проговорила о том, что в зависимости от года производства менялся цвет клейма. И несмотря на то, что, казалось бы, у нас одинаковый рисунок оформления, вот теперь посмотрите, у нас и тарелочка, посмотрите. Вы думали, что там они все одинаковые? Нет, вот у нас две одинаковые абсолютно. А Вот теперь они. посмотрите на рисунок. Ага. Ну, Рисунок-то опять не совпадает. Рисунок не совпадает. Ну, О. что ж такое? Значит, у нас нет тарелочки пары, блюдечка для вот этой чайной пары мы не соберем. Да, чайные пары мы, оказывается, сейчас собрать не можем. Единственное, что мы можем, что это у нас кофейный комплект. Вот здесь у нас совпал рисунок на чашечке и на блюдечке. И совпало клеймо. Вот. И вы правильно отметили, что у нас было Дулево. И теперь я хочу чуточку пояснить, что производство фарфоровой посуды производилось в разных городах России. Вот, в Подмосковье было Дулево. Оказывается, у них тоже было очень забавное такое пояснение. Дело в том, что первоначально кружки раскрашивали с помощью большого пальца. Крепостными девушками. Они обмакивали палец в краску и вот таким движением проводили узоры. И поскольку большая часть этих крепостных девушек имела имя Агафья, этот рисунок потом получил название Агашки. Потом, когда приехали французы в советское время и увидели, что и в советское время продолжается такая технология, они, конечно, ужаснулись, что краска это же ядовитая, тем более что для женщин. И они сказали, что необходимо собрать группу вот этих женщин, мастериц, которые увезти во Францию, и чтобы они научились работать с кистью. И в дальнейшем у нас появляются вот такие утонченные рисунки той же фабрики Дулево. Но фабрика Дулево, она у нас производила посуду большей части для среднего класса. И если мы говорим про то, что Кузнецовский фарфоровый завод, это всегда была очень дорогая посуда для Якутии, это только могли купцы первой гильдии, занимающиеся международной торговлей, то обычные могли пользоваться все еще вот до революции, послереволюционное время, это керамическая посуда, либо посуда более, не сказать бы низкого качества, но менее, которая более дешевого производства. В советское время посудой премьер-класса являлась посуда, имеющая вот такой кобальтовый оттенок. И обычно такие комплекты имели семьи. Это те, кто были представители партийной верхушки, министры. И в дальнейшем, когда благосостояние вот после войны, вот 70-е годы стало уже как бы увеличиваться, то это могли позволить себе и другие жители, и обычно такой сервиз стоял только в серванте в качестве украшения. И только по особому случаю могли позволить себе пить из таких чашек. А вот этот вот сервизик небольшой, А вот это что, это игрушечный, это для кукол? вот этот сервис я специально купила в Китае для того, чтобы детям рассказывать о самой церемонии чайной, о чайной церемонии. Это полностью комплект чайного сервиза для современного чаепития. Дело в том, что чайная церемония зародилась в Китае, и ее особенностью было то, что они пили из пиал, и причем таких маленьких. И вот эта традиция сохранилась до наших дней, поэтому путешественники, туристы могут сейчас в любом городе приобрести этот комплект. Я его специально приобрела для того, чтобы демонстрировать своим краеведам о том, каково было изначально чаепитие и что туда входило. Обязательно чай должен был быть
крупнолистовым. И поэтому чай, когда продавали, транспортировали, то они их перевозили в таких жестяных коробках. Оказывается, чай очень легко впитывает посторонние запахи. И чтобы не испортить этот натуральный, естественный вкус, они должны были перевозиться в жестяных коробочках. Поэтому вот в некоторых семьях можно увидеть вторинные жестяные коробочки. Теперь чай сухой, он, конечно, имеет примеси пыли. И поэтому китайцы вначале насыпают чай в ситечко и в прозрачный сосуд и заливают кипятком. Тем самым они убирают пыль. Эту воду убирают, и потом только они берут и ставят ситечко и наливают, насыпают туда, заливают очередной порцией кипятка, чтобы его настоять. В этом особенность и тонкость чайной церемонии. И еще, оказывается, у части чайных составов есть такая особенность, что они меняют вкус от последующего залития кипятком. И вот распознать вот эти вкусовые особенности последующих составов настойного чая, в этом и заключается чайная церемония. Обычно мы думаем, чайная церемония — это из большого чайника налил заварку, залил кипятком и попил. Нет, и у них на это уходит в среднем около часа, чтобы чай смог раскрыть свои вот эти вкусовые особенности, и чтобы человек это почувствовал. Поэтому вот этот комплект я всегда имею. В дальнейшем, вот, в основном изготавливали из керамики, но потом они сделали особый состав, который в дальнейшем получил название фарфор. В основе его лежит каолин, это особый состав глины, благодаря которому посуда имеет белый оттенок. Но они старались, чтобы внешняя сторона всегда имела рисунок, и этот рисунок был синего цвета. Оказывается, европейцы и многие другие производители долгое время не могли познать ни секреты производства фарфора, ни секреты производства вот этого синего рисунка. Но в дальнейшем секрет был раскрыт, и они тоже стали производить посуду чайную. И теперь получается, что к ним прибавилось к таким пиалам для удобства. Блюдечко. Нет, пиалки же без ручек были. А чай-то горячий, и у них же не было времени так долго сидеть маленькими пиалками. Изменился объем стаканчика. Он стал больше, а чтобы не обжечься кипятком, немцы придумали изящную ручку. И естественно, что потом понадобилось вот это блюдечко, чтобы можно было иногда сохранить равновесие, не разлить чай, и чтобы капли не попали на одежду. Вот в чем особенности производства. И оказывается, Вот купцы пьют чай, наливают вот так вот в блюдечко. Да. Ну, я не знаю, как-то так вот, так вот. И А теперь это что за манера? Это наша русская, ну, в так, России? это в России, да. Манера? Но дело в том, что, смотрите, почему они пили из пиал? Напиток, кипяток. Да. А именно жидкость на поверхности, она более прохладная, которая циркулируется воздухом. И поэтому в России они пили из блюдечек, то есть они тот же самый кипяток наливали, но он моментально остывал, и они не обжигались. Да, и с сахарком в прикуску. И сахарком в прикуску. И получается так, что именно каждая страна преподнесла свою особенность. Оказывается, итальянцы предпочитали изображения пасторальных рисунков, там пастушки, овечки. Сами, конечно, они никогда ни сена не косили, ни овец не пасли, не доили коров. Но вот эти рисунки для них были как бы для услады души. Потом во Франции было очень принято, чтобы посуда была однотонная, а внутри находился рисунок. И сверху размещался десерт. Потому что после такого застолья был небольшой перерыв, когда накрывали стол для чаепития и расставляли вот эти тарелочки с десертом. Оказывается, каждый человек получал неизвестный рисунок тарелочки чайной. И после того, как он съедал десерт, он обнаружил рисунок. И у каждого сидящего был отдельный рисунок. Затем производился конкурс, кто проговорит наиболее оригинальное стихотворение, либо какую-то фразу, и чье высказывание будет самым оригинальным, тот считался, как бы, ну, не сказать бы королем чаепития, но самым оригинальным. То есть великосветское общество вот так себя развлекало. Мало того, что они красиво кушали, но они еще должны были состязаться в каких-то своих умениях. Либо стихи вспомнить, либо самим сочинить, либо что-то еще рассказать уникальную, может
забавную историю. Скажите, вот я вспомнила сейчас, Екатерина Великая, когда собирала представителей муниципальных, скажем так, образований, да, из городов, и для того, чтобы знать о том, что ведь интернета не было планшетов в то Да. время, да, ей на блюдце ее работники расписывали, значит, чем богат тот или иной город, область, ну и так далее, что там построено. И в процессе беседы, чаепития с главами, губернаторами, да, областей, территорий, она знала, о чем говорить с каждым губернатором. То есть во время чаепития такого, ну, делового завтрака, или, как сказать, чаепития, Да. ей меняли блюдца. Вот интересно. Да, и потом вы знаете, что вот несмотря на то, что наши императорские семьи тоже же были состоятельными, но вот мы сейчас, когда выезжаем в туристические поездки, мы чаще всего привозили магнитики, но потом еще какие-то сувениры. А в то время самым изысканным сувениром это было привезти себе комплект чайной посуды. И даже императорские фамилии не могли себе позволить купить полностью комплект. И они привозили чайный сервиз, да, комплект, состоящий из чашечки и кружечки. И поэтому, скорее всего, во многих домах потомков тех дворян мы могли увидеть посуду, произведенную за рубежом, которая очень дорогая по своей стоимости, эксклюзивна по своему оформлению, и она могла передаваться от одной бабушки к другой. Ну вот. А сейчас вот у нас вот тяга, допустим, корпоративные какие-то подарки на 8 марта там дарят, допустим, девушкам стакан. Знаете, видимо, что... это на генетическом уровне как-то сохранилась тяга к таким Нет, подаркам. я знаете, что тут потому что дарили высококачественный фарфор. Он никогда не был дешевым, потому что вот именно вот, еще раз вот сейчас напомню о том, но что и сегодня тоже это да, достаточно. и даже вот смотрите, женщины, которые вышивают фарфоровым бисером, он и сейчас дорогой. И в то время вот эвенки, которые привозили фарфор, чай и бисер фарфоровый, почему они его привозили? Потому что фарфор, он не меняет своих цветового вот этого оформления ни в воде, ни в земле, ни в сырости, ни в холоде, на него ничего не воздействует. Что вот когда раскапывают какие-нибудь могильники, находят полустлевшую одежду, утварь, а фарфоровые вот эти украшения, они лежат рядочком, сохранив свои естественные краски. И оказывается, в связи с тем, что фарфор был дорогой, он же часто ломался, а остатки не выбрасывали. Из них делали украшения, вставочки, в сережки, делали кулоны и кольца. То есть вот так оригинально. Здорово, это так увлекательно, это так здорово, вот вы рассказали нам. Нас окунули вот в чаепитие, многие, наверное, наверняка вспомнили свое детство. Я вспоминаю сразу свою бабушку с ее блюдцем, как она наливала вот чаек и пила из блюдечка чаек. Дорогие друзья, ну вот сегодня мы с вами побывали в уникальном месте, в доме Романова, полюбовались на предметы из фарфора разных заводов, узнали об особенностях того или иного фарфора, какой там самый дорогой, какой, в общем-то, был, ну, скажем так, в обиходе у большинства якутян. И что говорил еще о статусе семьи. Да. И сегодня, друзья дорогие, ну, наверняка, если мы куда-то снова поедем, привезем, допустим, из Китая какую-то пару, если будем дарить, то какой-то дорогой фарфор, да? Конечно. То есть, если это подарок. Подарок. Но дело в том, что сейчас часто стали производить не фарфор, а псевдокерамику. И он дешевый, поэтому как его сейчас стали его дарить. И я всегда за то, чтобы дарили качественную посуду. И дома устраивали чаепитие, чтобы не спеша обсудить какие-то хорошие... Целый час. Это просто роскошество какое-то. Но зато сколько общений. Сегодня, в наши дни. Но тем не менее, дорогие друзья, желаем вам приятных чаепитий.